Так, друзья, всем привет! Это семья Соловьевых. Я хочу вам рассказать такую историю, как мы познакомились и как мы живем. Я на канале учусь. Короче, это был 2017 год, весна, апрель, да? Апрель же? Я сидел на работе, так как нечего было делать, и я зашел, в то время была знаменитая социальная сеть, это ВКонтакте, и начал там всякие посты делать, там всякие фотки выкладывать, там всякой хуйней заниматься, и вдруг... Я тебя залайкала. Да, как вы поняли, она меня залайкала, и... Во-первых, меня лайкали только мои знакомые, друзья чисто, да? И тут откуда-то возьмись какой-то невероятно красивый человек, взял меня и залайкал, да? Залайкал вообще, короче. Я охренел, ебать, что за тёлка, сейчас замутим, взял, короче, и все, зашел в страницу, там, ни хрена себе девушка, я такой, взял такой тень, вау, и такой, бля, я же ее не знаю, да? Давай, напишу, привет, знакомый, она, она так быстро еще ответила, нет, говорит, чё? Я такая, а чё, лайкаешь? Так просто, хожу по страницам, лайкаю. Так же было? Поддержка лайкает. Да. И, взаимные лайки, там, всякая хуйня была. Это первый день нашего знакомства. Самый первый день. Это вечер Витой. Это, да, вечер. 17-го вечера. Подпишись на этот канал. Отличные игры и только качественный контент. Я, не люблю тянуть все кота за яйца. И позвал ее. Давайте назовем это свидание. В парк позвал, она... Я же в первый день опоздал. Нет? Я на второй день. На второй или на третий? Короче, я пришел в парк, сидел, ждал, что-то. Не так уж долго ждал, где-то минут 10-5. 5-10, 10-15. 10-15, минут 5-10. Я дождался, она пришла. Я встретил ее у входа в парк, да? Я уже не помню, да, такие? Короче, так вот. Короче, мы погуляли по парку, там всякая фигня. Все, так и прошел день. Я там что-то не рассказал. Давайте это все отрежу. И на следующий день, тот же вечер мы еще раз встретились. Мы посидели в детской площадке, там был маленький домик. Мы там посидели, там очень было холодно. Весна же все-таки, да? Конец, середина апреля, и очень холодно было. Короче, там посидели, было очень холодно, и оба замерзли, и поэтому все, разошлись по домам. Все, наши встречи зачастились, очень часто начали встречаться, да, наверное? Вот когда я ему вечером не отвечала, он такой, ты куда пропал? Да, я очень часто печал, я был... Печал? Не, я очень часто писал, не отвечала, не было времени вроде. Я, начал паниковать, там всякая хуйня, куда ты пропала, ты чё хочешь, со мной уже не хочешь общаться, там. Как сказать-то? На жалость давил, что ли, или чё? Затянулись, мы так и встречались до... 17-го года, да? До начала 17-го года. Мы, где-то в ноябре месяце расставались, не знаю из-за чего. Иди нахуй. И потом опять обратно сошлись где-то спустя месяц. Наверное, первый я написал, да? Да. Как обычно.
Дальше продолжали встречаться. Я встретил первый Новый год с ней. У них дома. 18-й год. Да, в 18 году. 18-й год встретил, и я приехал 2 января вот в эту квартиру. В тот момент еще эта квартира была пустая, там только один надувной матрас был, и все. Я там жил где-то неделю или месяц, что ли. Что-то недолго я затянулся и обратно поехал в Якутск. Мы все так и встречались. Потом опять что-то поссорились, да? Потом в мае расстались. Потом Я в мае это расстались. помню, после фильма Такси. Да. Ну, Это личные причины. да. Там была своя загвоздка. И вот мы, короче, опять расстались, потом опять сошлись. Это Ты когда в Дагандархан? Ага. Я там Времяға. Опять сошлись. Да? Потом опять расстались. Да? В сентябре где-то. Ты меня вообще... Ты даже мне не писал, ничего нету. Даже когда я звонила, не брал. Я такая, иди нахуй, блядь, пиздюк. Я не отвечала, нету. Потом я в октябре ожог получила сюда. И я ему написала. Как это от ожога? Ну, знаете, почему она написала? Потому что она скучала. Короче, она получила ожог на лице от плойки, да? От плойки, а я был в то время, ну как в то время, ну, до этого я был пиццмейкером, да, и у меня здесь очень много ожогов. Как я получал ожоги? Это в печке, короче, ну, в печку засовываешь пиццу, и там дверь задеваешь рукой, и там ожоги появляются. Я от этого как-то очень быстро, вы поняли, да, короче? Были ожоги, и как я от них избавлялся, типа, ну, не знаю, не помню, короче. Она мне из-за этого, типа, написала, как ты избавлялся, ну, как, чтоб не болело, избавиться от этой боли, типа. У меня был очень страшный ожог. Да, у нее вот прямо в лице там, короче. От рауды. И, короче, с того момента мы начали общаться, наверное, да? Общаться, просто общаться. Просто общаться начали, и... Ну, хрен знает, мы опять обратно сошлись. Нет, не сошлись. Мой день рождения был, я написала ему, типа, ты мне обещал шоколад на день рождения. Он пришел и дал все и ушел. Потом, в ноябре. Почему Ноябре. Да. Ну, короче, мы дофига раз расставались, мы дофига раз сошлись, и в итоге мы вот сидим. В итоге вместе. Да, мы последний раз когда расставались? Октябрь, конечно. Да? Ну, короче, там расставались, и после этого нас хрен разлучишь. Как? Разлучишь? Мы сыграли свадьбу, у нас появился маленький ребенок. Да, беременный был Бекерси. Короче, я в этом не участвую, пусть она рассказывает, как она стала беременной. Всем пока! Скажем. Да, какие вообще. Отел меня. Отел. Короче, она стала беременной, она родила, а потом мы бухнули. Итак, всем привет! Как вы послушали, вот Лика так и родила. Надеюсь, она рассказала. Так, что, мы начали жить. Не начали жить. Я снял квартиру. Квартиру, блядь, общежитие. Оттуда я снимал тоже влоги. Смотрите мои предыдущие влоги. Там, где-то там или там напишу, короче, выйдут. Я, короче, начал жить отдельно один. И мы начали там жестко мудить, там, короче. И у нас получился маленький ребенок. В феврале я не знала, что беременная и каталась на коньках. Вот, и мы узнали это до моего дня рождения, да? Прямо 10 марта я купил тест.
Ну, потому что у нее болел живот, там что-то, спина болит, там всякая хрень. Живот тянуло жестко несколько недель. Поясница особенно, когда я долго сидела, и у меня была задержка 2 недели. Вот. Из-за задержек я купил тест, и пошли мы ко мне домой, и она проверилась. Первый раз проверилась. Не было, только одна полоска была. Только одна Потом полоска. зашла в туалет. Второй раз. Посмотрела еще 2 раз. И 2 полоска появилась. Я, блядь, там сижу. Что, серьезно, что ли? Я там долго смотрела, потом вышла и показала Илье. Мне сказал: с днем рождения. И в это время я охренел по полной, ребята. Я думал, я попал. Потому что мне было 17 лет. В то же время я радовался. Да. Ей было 17 лет в то время, а сейчас 18, так что не думайте там. Родители знали. Короче, родители знали, что мы вместе и такая всякая хуйня. Она рассказала родителям, какого, 13 марта. Они... Вторник. Ага, она 13 марта сказала, и... Я сказала, я отправила маме фотку, она сказала: блядь, подозревала. Потом сказала: вечером к гинекологу на учет пойдем вставать. Когда пришла, и мама такая смотрит на меня: Акар. Потом смирилась, и потом жестко радовалась конкретно. До этого пошли к гинекологу и сказали, что беременность маленькая, пока еще срок маленький. Где-то через 3 недели пойдете на УЗИ, узнаете. Ну, сказали, что матка уже большая. Ну, чуть-чуть больше стала. Вот так мы, короче, начали вместе жить в то время. Это когда? Где-то Март. в середине марта, да? Мгм. Мы начали жить вместе. Проходили очень большие трудности, не было денег. Как ты вообще со мной вообще согласилась, бля? С нищим каким-то, бля, бомжом нахуй взяла и встретилась. И вот сидим в отеле. А чё? У нас всё есть сейчас? Что быть? Я сегодня быть устала. Чего зависло? Да похуй. Мы очень большие проблемы проходили. Нам врачи обманывали, что у нас ребенок с отклонением выйдет. Мы Много от этого скринингов боялись. было. Что? Очень много скринингов. Она проверяет скрининги. Это что? Это скрининг была. Ну, короче, все проверялись, там очень долго маялись, я от этого нервничал очень много, я заебывался, работал как мог, на 2 работах пытался работать, что-то не получилось, потом на 1 работе что-то тоже не получилось. Уже лето, и мы сыграли свадьбу. После свадьбы мы приехали в Нижний Бестях, купили мебель, начали... Ну, сколько мы прожили? 1,5 месяца? 1,5 месяца прожили, сдали квартиру, съебались в Якутск. Родилась дочь, которая уже засыпает. Да, доча? Жили тоже, встречали очень много сложностей, у нас тоже не было денег, потом я как-то начал зарабатывать, работал, не покладая рук, днем и ночью получается, утром уходил, ночью приходил, 2 через 2, так и работал. Зима прошла, дочь выросла, весна настала, уже лето, и вот мы приехали в Нижний Бестях. Вот так и мы до сих пор дружно, мирно живем. Больших ссор не было. Да. Слишком больших не было. Да. Ну, маленькие ссоры были там. Иди нафиг, иди в жопу, покакай, иди не покакай. Доча. Ребята, найдите себе вторую половинку, любите своих близких. До скорых встреч. Всем пока. Любите всех, любите себя, любите остальных. Всем пока.